Еркинбулан говорил, что в ближайшие 21 и 20 секунд нокаутирует. Посмотрим, насколько это будет правда. Ой, шатнул. Ну и хорошо отвечает Марсель, да. Марсель попадает, идет вперед. 20 секунд уже вроде позади. Вот опять же, как базовому борцу Марселю нужно 20 попробовать, секунд позади, но нокаута все еще не было. Клинч навязать. Идет вперед. Получает. По корпусу хорошо от Марселя. Раскачивает Еркинбулан. Начало очень насыщенное, агрессивное. Марсель идет вперед, но Еркинбулан встречает его. В стиле Дастина Порье поправляет шорты Марсель. Порье это всегда было предвестником чего-то жесткого. Смотрим, как будет сейчас. Но Марселю нужно сближать дистанцию, учитывая тот факт, что у Еркинбулана антропометрические данные намного, руки длиннее, стойка шире. Нужно сближаться Марселю в любом случае. Ну и стараться обрабатывать также корпус. Понятно, что пытаться просадить. Попал, да, вроде попал. Очень хорошо. Марсель еще раз. Еще раз попал. Показывает Еркинбулан, что его ничто не шатнуло. Ой, еще раз попал. Марсель. И еще разок очень хорошо. Вмешивается Дмитрий Валерьевич. Ой, занимает центр ринга. Вроде попадает слева, попадание слева. Да, я думал, что на старте раунда Еркинбулан все-таки попробует опять пойти вперед, как это было в первом отрезке, но Марсель... Идет вперед, еще попадание, еще здесь, попадание. конечно, Марселю не заиграться бы еще тоже. Хватит ли у этого парня бензина на всю дистанцию? Вот, кстати, в функционале у них я вообще не сомневаюсь. Как будто бы участники главного боя подошли максимально ответственно к своему статусу. Токтар работает все вторым номером, выжидает своего соперника. Марсель дергает, выжидает. Также не идет он уже вперед. Сейчас будет взрывная атака от Марселя, скорее всего. Ой, да. еще попадание от Марселя. Но я думаю, Марсель уже понимает, что он ведет этот бой, насколько мне кажется. Да, главное не сбавлять ему оборотов, потому что Еркинбулан тоже может почувствовать и переломить ход боя. Минута осталась второго раунда. Не знаю, что ждет Токтар, но Марсель явно уже ждет, пока раунд закончится. Слишком резво начал, но сейчас уже либо ждет, сейчас слева будет атака, либо... да, собственно, так и происходит. Я думаю, если Токтар ничего не изменит в этом бою, то тяжело будет ему добыть победу. Призывает Дмитрий Валерьевич к активности. Ой, какое попадание попал. Ну, может показывать, что ничего не было Еркинбулан, но акцентированный панч был очень точный и увесистый. Да, не поплыл, это круто. Еще попадание. Вот сейчас уже чуть-чуть поплыл. Да. Вот это двойка чуть шатнуло. Очень ярко проявляет себя Марсель. Хочется... Ой-ой-ой. Жестко. Играет тоже на публику, играет. Хочется отметить тот факт, что Марсель перешел вообще в бокс. Это правда. Насколько риск будет оправдан? Терять абсолютно нечего. Нужно идти вперед. Нужно рисковать. Без этого точно уже никак не выиграешь. Опять же, если судьи считают бой точно так же, как и мы, и увидели 2-0 Но опять же идти, сломя голову вперед, и с холодной головой. Все понимает прекрасно Токтар. Понимает, что проигрывает 2 раунда. Прижимает. О, еще попадание от Марселя. Прижимает к сетке. Очень вовремя. Остается 1,5 минуты. Победе Марсель. Остается 10 секунд до конца этого боя. Ну, я думаю, можно говорить, что Марсель еще раз подшатнул. Марсель увеличивает свой... Слушайте, Этот интервью после боя поединок прямо сейчас. продлился 3 полных раунда. Победу единогласным решением судей одержал боец синего угла Марсель. Новое время.